Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня, если вам ветер не мешает, я надеюсь, что не мешает, мы погадаем на очень интересную тему в парке, городской парк Нюрнберга. Вернется ли муж в семью? Есть ли шанс еще с ним возобновить отношения или уже все? Вот. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Это у меня баланс как-то нарушен. Значит, я тут буду использовать 3 позиции, 3 камушка, да. Также я таро розового миллениала использую. И как послание от высших сил будет таро уже все. Оракул Натальи Степановой. Итак, первая карта показывает ваши чувства к вашему мужу или к бывшему мужу. Вы спрашиваете, вернется ли он в семью, то есть вообще есть ли возможность восстановить с ним отношения или уже все. Итак, значит, первая карта — ваши чувства к мужу, да, ваши чувства к нему или к бывшему там мужу. Итак, значит, первая позиция — доверие будет камень, вторая позиция — любовь камень, и третья позиция — камень — радость. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Вернется ли муж в семью? Есть ли шанс возобновить с ним отношения? Камень доверия. И первая карта, значит, насколько вы к нему что чувствуете, да, Луна. Ну, вы знаете, Луна говорит о том, что вы, как раз-таки вы выбрали камень доверия, да, но вы ему не доверяете совершенно. Вы считаете, возможно, у него есть другая женщина, либо она у него на самом деле есть, он изменщик, предатель. Вот. Луна говорит о том, что да, психологически вы к нему привязаны, он может сниться вам по ночам, вам кажется, его магически увели, и вы хотите его спасти. Луна, она говорит о том, что вы можете его ненавидеть, но при этом тосковать и не можете с собой справиться вообще не можете со своими чувствами. Также вас преследуют разные психологические переживания, травмы, страхи, мучения, особенно по ночам. Все особенно по ночам, особенно в полнолуние. Да? Вот сегодня у нас было ночью полнолуние, вот как раз к этому всему ваша Луна и вышла. То есть вы себя сейчас чувствуете, возможно, как-то не очень, да? Хорошо. Давайте посмотрим, вот есть ли какие-то шансы, чтобы он вернулся в семью и вообще, чтобы возвратить нормальные отношения. Но сначала посмотрим, а что он чувствует к вам в ответ. 5 жезлов. Он с вами буквально борется. Вот он противодействует вам, этот человек, сейчас. Он знает, что вы, может быть, что-то говорили или что-то делали в его сторону нехорошее. Он предъявляет к вам какие-то явно претензии, недоволен, готов ругаться, готов выходить на конфликт, давать вам отпор в каких-то вопросах. Да, у него есть чувства, но он как будто с вами соревнуется и вам противодействует, вот как будто вы мамочка, которая взяла его за ручку и ведет обратно там, да, домой, в садика. А он не хочет, он хочет еще поиграть. Вот я это вижу именно так. То есть у него какое-то реально детское к вам отношение, совершенно незрелое, совершенно ненормальное. И действительно у него может на него кто-то воздействовал, потому что, ну, судя по этой карте, это реально такое может быть. Но давайте посмотрим, есть ли шанс, что он вообще вернется в будущем. Туз мечей. Туз мечей показывает принятие важного решения. Поэтому нам нужно еще карту, да, в сторону чего будет важное решение. 2 пентаклей. Очень уж он сомневается, очень уж он на качелях качается, да, вернуться ли ему или остаться. И важное решение будет именно по поводу этого. И Паж кубков показывает, что он принимает важное решение и, возможно, дает некие шансы, чтобы с вами снова пообщаться в будущем на любовную тему, на романтическую тему и попробовать. Но вот так сразу взять, вернуться, нет, он не будет. Он будет скорее с вами миленько разговаривать, флиртовать, может куда-то позвать, что-то там попробовать на вас посмотреть иначе по этой карте, да, как дать новый шанс. Но это не значит, что он сразу такой собрал чемодан и домой пришел. Нет, нет, нет.
Тут скорее принятие важного решения по поводу того, давать вам снова шанс на отношения вообще друг с другом, да, вот вам обоим, не только вам лично, а ему и вам, да, как вот в этих отношениях, давать ли новый шанс или нет. Он будет долго колебаться, долго, у него может пройти на это время, уйти очень много времени, но он может принять решение именно с вами снова общаться, ухаживать там, да, или там звать на свидание, или вести милые беседы, или начать с вами интимные отношения. Хорошо, есть ли шанс вообще вот наладить в будущем отношения, чтобы долго оставаться как-то вместе? Рыцарь Пентаклей говорит, что постепенно, что над отношениями надо как-то работать, что может получиться, да, но на самом деле шансов много, да, но не ждите в будущем прям уж такой кардинальной романтики, однако отношения могут выйти на стабильную фазу, вот реально могут. Но это нужно время и работа над этими отношениями. Совет, как себя вести, значит, правосудие, вести себя ровно так, как вы должны себя вести, ну, то есть не кидаться ему в ноги там и кричать: я тебя люблю, вернись там, да, а вести себя согласно ситуации. Человек, допустим, если вас обидел, ушел, что-то делал плохое, так, вам и себя надо вести по строгости, то есть вести себя холодно и строго. Чем неприступнее вы будете и холоднее к нему, и официальней, тем быстрее он начнет вот эту фазу ухаживания. Если вы будете за ним бегать, кричать, чего-то там требовать, наоборот, все будет наоборот, он будет вам противодействовать. И затянет с этим принятием вот решения, да, чтобы снова там с вами что-то попробовать и чтобы получилось. Поэтому будьте в этом плане внимательны. Хорошо, давайте посмотрим послание от карт Натальи Степановой, ну, то есть от высших сил, послание в ваших отношениях, вот согласно вашей ситуации. Девицы-волховицы, загадай желание на ночь, увидишь сон, где будет подсказка, как его исполнить. Вот загадывайте желание на ночь. И можно не один день загадывать, пока не приснится. Каждый день загадывать, пока не приснится. И там будет указание во сне, подсказка, как исполнить это желание. Умейте еще расшифровать этот сон. Ну, вот такой ответ, значит, по первой позиции, да. То есть тут шансы есть все-таки какие-то, да. Вторая позиция – любовь. Любовь. Значит, первая карта – ваши чувства к нему, к вашему мужу, десятка кубков. Ну, тут прям, как вы загадали, камень любовь, так и у вас чувства к нему, любовь. Вы его любите, он, к нему испытываете чувство, что для вас семья сплошная, как, ну, семья. И вы его готовы, не знаю, прощать, вы его готовы принимать, потому что вы его прям вот воспринимаете как человека, который, вот он ваш родной человек, он ваш муж, вы его любите. И он, как отец ваших, может, детей, да, тут дети изображены, дом, там, может, имущество общее. И, конечно, вы ему 100 шансов можете дать, вот судя по этой карте, чтобы он вернулся, и чтобы у вас все было снова нормально. Потому что вы его реально вот по-человечески, как человек человека любите, и отказываться от него по этой карте вы уж точно не собираетесь в ближайшее время совершенно. Хорошо, давайте посмотрим, а что тогда, вот, ну, мы гадаем с вами на Таро, да, по поводу, вернется ли он в семью, и будут ли у вас еще шансы на отношения. А что он чувствует к вам? Вот мы первое посмотрим, да, а что же он чувствует к вам? Вот что он чувствует? Шестерка мечей. Он потихоньку отчаливает. Вот, и понимаете, в чем проблема, да? Что он как будто из этой семьи, из ваших отношений сбежал, как из горящего города. Там, скорее всего, накопились проблемы и трудности. И вместо того, чтобы их решать, этот человек просто свинтил. Вот вы знаете, есть такие люди, которые совершенно не могут выносить проблемы. Вот пока там женщина красивая, хорошая, там, да, милая, милые детки, там, да, есть деньги, там, все хорошо, там, может быть, дом там нормальный, домработница или еще что-то, у него работа нормальная, там все нормально, он готов жить. Только он увидел первые проблемы, там кто-то заболел, поправился сильно, там лишний вес получил, или еще что-то, все, он сразу же раз и срулил. Понимаете, он не умеет сталкиваться с проблемами лицом к лицу. И в этом его самая большая проблема. Потому он от вас, к вам что чувствует? Вроде как есть привязанность, вы для него как ностальгия. Но он уходит, вот как будто он уплывает, у вас прямо из рук уплывает.
Хорошо, давайте посмотрим, а есть ли шанс в будущем, что он вернется, что у вас восстановятся отношения? Семерка пентаклей, туз жезлов, тройка пентаклей. Вы знаете, вот ветер аж, да? Вы знаете, карты говорят, что шансы какие-то есть на то, чтобы он в будущем наладил с вами, вернулся, ну, как наладил отношения, вернулся. Кстати, наладит ли отношения еще сразу, да? Видите, шестерка кубков, да. Тут есть шанс на то, чтобы он вернулся в будущем, но очень не скоро. То есть ему нужно вот для того, чтобы он вернулся, прям опыт какой-то получить, где там, куда он уплывает, да, вот там получить опыт какой-то, очень горький, кстати, может быть опыт, вот как будто ему надо пообтесаться, потому что как будто он в ваших отношениях чувствовал себя, как у Христа за пазухой, или как будто это он и есть ребенок в этих отношениях. И, понимаете, ему нужно время, чтобы получить горький опыт, потом взрастить семечко снова ваших отношений, загореться этими отношениями, работать над ними, да, снова встретиться, снова завести с вами серьезные отношения или вернуть просто брачные отношения. И вот именно все это основывается на налаживании связи, на ностальгии и на том, что вот, чтобы вот он, вот, как сказать, вспомнил о том, что у вас были совсем другие отношения, чем у него там, какие он испытает. Вот он как будто действительно прям может испытать другие отношения. Понимаете, судя по этим картам. Это очень все сложно. Сложно вам будет простить такое, мне кажется, его принять. Но совет, как вам себя сейчас вести, да, вот королева кубков, вам нужно себя вести так, как вот вы себя, скорее всего, ведете, что я тебя люблю, и я тебе все прощаю, если вы прощаете, правда, да. И женщина, которая нуждается в любви, да, нужно быть женщиной, которая нуждается в любви, которая открыта для диалога, которая все понимает, которая готова вместе порешать, да, выслушать и вообще вот раскрыть объятия как-то. Вы знаете, тут человек довольно избалованный и трудный. И да, он в будущем может повернуться к вам лицом, понять, что он потерял сейчас, да. Но пока он это еще не понял, он это только в будущем поймет. Ну, давайте посмотрим вот послание от карт Натальи Степановой, то есть, ну, от высших сил, да, по поводу ваших отношений. Давайте посмотрим. Девицы-волховицы. Загадай желание на ночь, увидишь сон, где будет подсказка, как его исполнить. Вот вы не поверите, в первой позиции было прям один в один то же самое. Прям один в один то же самое. То есть вот указание, что нужно на ночь, пусть даже не один день, а каждый раз загадывать, значит, желание вот это одно и то же, да, но потом во сне придет подсказка, как его исполнить. То есть вы увидите знаковый сон. Интересно. 2 раза выпала карта, одна и та же. Ну, вот такая вторая позиция у нас. А мы идем дальше к третьей позиции. Тут у нас радость. И первая карта, что вы чувствуете к нему, к вашему мужу. 5 кубков, полное разочарование, вот полнейшее разочарование в нем. Как в человеке, скорее всего, он что-то сделал, что вас очень обидело. Вообще, вот вам очень грустно, что у вас произошло в отношениях. Вы видите упавшие 3 кубка, но не видите 2 целых. То есть что-то на самом деле еще осталось. И какие-то шансы есть, но вы их сейчас совершенно не замечаете. Вы в трауре. Вы в отчаянии, в депрессии. У вас очень плохое настроение, скорее всего. Вы его прям оплакиваете, как будто вот он помер. И вы знаете, может оно и так лучше даже, да, чем когда люди питают какие-то ложные надежды, сопли распускают, как вот на самом деле он меня это любит, да. Может быть и не надо. Может быть, надо говорить себе правду. Но вот вы сейчас не просто правду себе говорите, а вы очень пессимистично смотрите сейчас на вашего мужа. Вы даже не то, что разозлились на него, а вы именно в нем разочаровались, как в человеке. Возможно, вы его разлюбили. Но вы, поняли, насколько вот все плохо. Вот как-то так. Давайте посмотрим, а что он сейчас к вам чувствует. Что он чувствует к вам. 2 кубков. Этот человек вас любит. Вы в нем разочарованы, это да, но он вас любит. У него есть к вам на самом деле чувства. Вы знаете, 2 кубков, она всегда говорит о том, что
Да, трудно, да, тяжело, может быть, в отношениях, но на самом деле у человека остались, несмотря на все проблемы, чувства к вам. И он считает вас своей второй половинкой, он готов прощать какие-то проблемы, трудности, что с вашей стороны идет, там, да, может быть, вы разочаровались, может, его внешним видом или еще чем-то, то есть не обязательно его плохими поступками, а может, вы в нем просто разочаровались, может, вы его никогда не любили, да, а он считает, что все можно простить, и что он вас любит, и что все можно преодолеть, вот почему-то так, вот почему-то здесь вы больше негативно настроены, чем ваш муж, он хочет все, уже хочет все вернуть. Вот вернется ли он в семью, давайте посмотрим. Но он вас воспринимает как, вот, не знаю, своего человека, да. Король кубков, значит, девятка пентаклей, извиняюсь, чуть не восьмерка не сказала, восьмерка жезлов, вот, видимо, не зря, да. И можно ли все наладить еще между вами, это четверка мечей. Вот видите, тут идет, знаете, как ситуация, он очень хочет к вам вернуться. И если вопрос стоит в том, в его желании, чтобы вернуться, он очень сильно не против, он очень сильно за. И он жил бы с вами всю жизнь. Он вас любит, и у него есть страсть к вам, и у него есть стремление к вам, желание говорить с вами, желание взаимодействовать с вами. Но наладить отношения в будущем, даже если он вернется, у вас очень мало шансов. Почему? Потому что вы, возможно, его разлюбили. И вам лучше себе в этом признаться, что да, какие-то у вас что-то осталось между вами, да, но он вас любит больше, чем вы его, больше. И вы уже хотите других, скорее всего, отношений. Если это не резонирует с вами, вам нужно выбрать другую позицию, потому что здесь четко видно, что этот человек не просто хочет вернуться, он готов сделать для вас все, вот абсолютно все, он вас обожает. Все, улетели карты, он вас обожает, да. А вот вы... Вот я спрашиваю, можно ли наладить в будущем отношения, да, между вами. И как идет четверка мечей, что очень мало на это шансов, очень мало шансов на это. Почему? Потому что все как-то уснуло, да, все спит между вами. Скорее всего, раз у него есть любовь, раз у него есть чувства, то это все прекратилось именно с вашей стороны. Но если вы хотите, чтобы он вернулся, вам такое чувство здесь по картам, только его пальцем поманить, и он обратно вернется, понимаете? То есть именно вот так, что он очень хочет вернуться, очень хочет. Вы не хотите как будто. Давайте спросим совет, как вам себя в этой ситуации вести. Паж Пентаклей. Только протянуть руки, только поговорить, только написать, только что-то сказать, и он позвать, да, и он сразу же откликнется, скорее всего, и сразу же вернется в семью. То есть, если вы хотите реально сохранить семью, несмотря на свое разочарование, у вас могут быть слишком вялые отношения в будущем, это да, с вашей стороны, не с его. Но его достаточно позвать, дать ему шанс, и он вернется. Вот так карты говорят. Хорошо, давайте посмотрим, что высшие силы вам скажут по этой ситуации. От карт Натальи Степановой посмотрим послание. Молния. Сон важный придет к тебе сегодня. Его запомни. Во сне будет тебе знак. 3 раза уже выпало одно и то же сегодня. Я не знаю, что это значит. Это мистика и магия какая-то. Я такое вообще впервые вижу. Смысл этой карты — это одно и то же с другими 2 позициями. Значит, те, кто смотрит сегодня это видео, обязательно должны смотреть свои сны сегодня. Там будет явно знак, какой-то важный сон вам идет, какой-то важный сон, и во сне будет знак. Ну, даже несколько дней впереди смотрите сны, потому что человек начинает обнадеживаться, в итоге ничего не видит во сне. Ему надо расслабиться и смотреть следующие дни сны, но вот что-то вам очень важное придет во сне. Ну, вот такие у нас были 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.